25-летний комсомолец Володя Губин пожертвовал своей жизнью ради спасения 4 детей, которые провалились под лед. С того трагического дня прошло ровно 55 лет. Сегодня жители города почтили память героя на открытии памятника в его честь. Данный объект был сдан прямо в срок. Ян Семенович, как обещал, 8-е, все строили. И я хочу сказать, что мы отработали тесно с нашим скульптором Егором Огонеровым и попытались дать характер этому бюсту. Изначально был проект совершенно классический. На торжественном открытии памятника и возложении цветов присутствовали жители, ученики и учителя школ округа, деятели культуры и просто неравнодушные горожане. Знаменательным стало то, что мероприятие посетили друзья и коллеги Володи Губина, а также гости из других городов России. Мой муж мог бы быть в числе тех детей, которые тонули. Он с ними бегал по льду тогда, вот в тот день, но он ушел маленько раньше. И потом он пришел, когда уже тело Володи доставали, вот он рассказывает, я помню, говорит, это им 9-10 лет было. Он в числе тех ребят бегал, а мы, говорит, как по волнам бегали. И вот мы переехали в Новороссийск жить, и вот он меня специально отправил на открытие памятника Володе Губину. Я сегодня утром прилетела специально для этого события. Я сама жила на улице Володи Алексеева, дома на Украине. У нашему мальчику было 11 лет. И тогда его немцы казнили на площади. Он не выдал никого и казнили. И как бы я понимаю о том, что сегодня у нас история меняется. И нашим детям необходимо знать всю историю наших людей, которые делали подвиги. Любой подвиг, что на войне, что в быту, что в жизни, вот так вот по жизни. Этот памятник открыли, это очень хорошее дело. Вот этот памятник долгие годы будут приводить сюда детишек наших, наши педагоги, рассказывать об этом подвиге. Такие подвиги должны помниться и должны выглядеть наглядно. Вот этот памятник для этого и нужен. Проект по установке бюста Володи Губина воплотился в жизнь благодаря программе поддержки местных инициатив. Всего на памятник было выделено 2 миллиона рублей. Диана Куманакова, Константин Корякин, Якутск ТВ.